Комар по батьку Игнатович. Вот. Вспоминаю свои детские годы, которые начинались со школы. Вот. Первый класс, это были часы такие, как мы жили при Польше. Вот. Начинался в 1927 году, потому что я сам рождения 1920-го, первого, 7 месяца. Вот. Ну и ходили мы, школа была у вёсцы, и она называлась школа повшехна Весняньков. Ну, я буду применю польский язык, которого я не забылся, потому что польская школа была у меня на селе с 1 класса по 4, а программа была в той час, при Польше, что ученик хоть и учится добре и переходить с класса в класс, но первый и другий класс по 1 году учили, а уже 3 и 4 по 2 года. Вот. Первый рочник назывался и другий рочник. Вот. Учительница была одна и справлялась. Параллельно учились всегда 2 класса. Вот. 2 смены. Первый с другим и 3 с 4. Вот як это было. Сколько годов вы отходили туда, в ту школу? Кольки ж годов виходить? 2 года в 3 и в 4, значит, выходит 6 годов. Ну и вот, уже и была ж при Польше и далее ще, після 4, 5, 6, 7 клас ще. А тоді треба було ходити у Любчу. Ну і получилось, що батьки вже мені сказали, ходи. Вот. Тому що вже ж треба було, як після 4 ще ученик малий годами, но я ж тоді вже 2 года більше було. Вот. Ну и учительница Елена Сидорковна, это наша первая учительница, и она первая на селе и последняя была, написала уже мне, помолодила на 2 года, как в Любче уже не было с этого. Уже учился у этого самого, свидетельство школьное это называлось, аттестат уже школы. Як вона видавала з 4 класу, так вона написала, що я з 22-го года. Но там уже в Любчі, чорта 2, пішов із 20-го. Вони мали всі документи, які вже були. У свідоцтво школьне вже з 5, 6, 7 класу вже стоїть год рождения 1920. Ну і от ходив я тоді в Любчу 3 года. Іван Ігнатович, а за повшехну школу треба було платити? Ні. Бесплатно было? Бесплатно было. За школу. После этой повшехной школы 7 класса уже была в Новоградку гимназия, там платно было. Вот какое дело. А Любчанская школа бесплатная так само была? До 7 класса тоже нет. Вот. Это школа повшехна считалась от 1 до 7 класса.